Дорогие друзья, добрый вечер. У нас сегодня очень серьезное событие. Это убийство чеченского главы Центра противодействия экстремизму Ибрагима Ильджаркиева. Событие незаурядное, которое будет иметь, видимо, очень большие последствия, в том числе и для Ингушской республики. Это произошло в Москве. Сегодня на улице академика Анохина был убит в том числе и свидетель, его брат родной. Видео я прилагаю в описании, вы можете зайти это посмотреть, видео с камер наблюдений, как человек в красной куртке и, по-моему, в балаклаве, да, в черной балаклаве на голове, расстреливает двух человек с контрольными выстрелами в голову и потом убегает. Посмотрите это видео. По крайней мере, есть такие данные, что это видео именно с места убийства. Итак, сегодня уже обсуждается вопрос, кому мог помешать Ибрагим Ильджаркиев. И, собственно, это очень похоже, по всем признакам это очень похоже на заказное убийство. Человек скрылся, его не могут найти. До сих пор, по всей вероятности, его не нашли. По крайней мере, никаких данных о том, что его нашли, нет, что он задержан, нет. Значит, соответственно, это было профессиональное заказное убийство, и Ибрагима Ильджаркиева кто-то заказал. И сегодня обсуждается версия, кто и за что его может заказать. И версия пока только одна. Она сегодня активно обсуждается в интернете. Версия вот какая. Дело в том, что в 2018 году, в декабре 2018 года, был убит один из лидеров религиозной ингушской организации, некоторые ее называют сектой, Ибрагим Белхаруев. Секта называется, секта я так называю условно, я не знаю, секта или нет, но, по крайней мере, организация это называется Баталхаджинцев, который насчитывается 5000 человек в Ингушетии. Она считается радикальной, почти что экстремистской, именуется одним из направлений ислама, считается в определенных кругах считается сектой. И вот в 2018 году один из лидеров был убит. И есть информация, что родственники считают, что убит был именно по распоряжению ингушских силовиков, то есть вот этого самого Центра противодействия экстремизму. И, соответственно, был в этом замешан Ибрагим Ильджаркиев. Соответственно, уже многие источники это убийство рассматривают в первую очередь как месть, как кровную месть. Никакие другие версии пока в сети не обсуждаются. И эта версия является предварительной и неофициальной. Спасибо за внимание.